Добрый день, друзья! Иракун Булдардусем, Эба Антонина, и мы продолжаем учить чувашский язык. Мы уже затронули много самых разных тем, но одна тема, которая является жизненно важной, мне кажется, осталась без нашего должного внимания. Заинтригованы? Паллах и Барбаян Абачими Шинджень Калачибар. Конечно же, мы сегодня поговорим о еде, об ачимиш. Итак, во-первых, мы уже знаем, как сказать по-чувашски «я бы покушал» «эбе щиеший», «эбе щиеший». А можно сказать и так: «манан щиецки ледь», «я хочу есть», «манан щиецки ледь». А знаете, в чувашском языке очень часто можно услышать «манан хыром вычля», «у меня живот проголодался», «манан у меня», «хыром» – «живот», «вычля» – «проголодался». Чувствуете разницу? Нет, не я проголодался, это мой живот или мой желудок. Я-то вроде ничего. Ну что, пора сказать «Абаджи тутла булдар». Приятного аппетита! «Абаджи тутла булдар». Чималдан, прежде всего, чималдан, эбе салат щиедем. Я буду есть салат. Эбе салат щиедем. Вы спросите, минле салат? Какой салат? Минле салат. Помидор салача. Салат из помидоров. Помидор салача. Хаяр салача. Салат из огурцов. Хаяр салача. Кубыста залача. Салат из капусты. Кубыста залача. Итак, что же у нас на первое? Кагаяшки. Мясной суп. Кагаяшки. Кто-то, наверное, скажет: неправда, мясной суп по-чувашски аш яшки или аш шурби. И будут отчасти правы, потому что все варианты правильны. Мясо по-чувашски и аш, и кагай. Просто в разных районах по-разному называют мясо. Ну а чтобы никому не было обидно, мясные изделия по-чувашски будут звучать как аш-кагай. Кстати, сейчас во многих магазинах появились надписи по-чувашски. А это значит, есть великолепная возможность попрактиковать чувашский язык в магазине. Например, пар килограмм хаяр пар хамана. Дайте мне, пожалуйста, килограмм огурцов. Ну ладно, мы отвлеклись. И поэтому вернемся к нашим супам. Бывают еще пулаяшки, рыбный суп, пулаяшки, вальдереньяшки, суп из крапивы, вальдереньяшки, сердеяшки, суп из серде. А точнее, если уж говорить совсем по-русски, суп из сныти. Вот для кого-то, наверное, открытие. Еле-еле суп из серде, а оказалось, что это слово чувашское, а по-русски это сныть. Сердеяшки, суп из сныти. Камбаяшки, грибной суп, камбаяшки. Кирбеяшки, суп из какой-либо крупы. Кирбеяшки. Макароньяшки, конечно же, суп с макаронами. Макароньяшки. Поржаяшки, гороховый суп, поржаяшки. Салмаяшки, суп с салмой, то есть с клёцками. Салмаяшки. Сетьяшки, молочный суп, сетьяшки. Уф! Сколько супов бывает. Теперь перейдем ко второму. Например, каша. Пода, каша, пода. Тула-баты, пшеничная каша, тула-баты. Вы заметили, наверное, что просто каша – это пода. А вот если какая-то, то уже паты. Это особая лингвистическая форма, которая называется изофетом и которая соединяет два слова. Одно из них делает главным, а второе – зависимым. Ну, лучше больше примеров. Хурадулбаты – гречневая каша, хурадулбаты. Хуратула – гречка. Вирбаты – пшенная каша, вирбаты. Каванбаты – тыквенная каша, каванбаты. Риспаты – рисовая каша, риспаты. Селипаты – овсяная каша, селипаты. Урбабаты – ячменная каша, урбабаты. Ну, с кашами хватит. Теперь все остальное. Щерулми, картошка, щерулми. Интересно, что по-чувашски картошка переводится дословно «земляное яблоко». Щер – земля, улма – яблоко, прямо как по-французски «пом де терр».
Тоже ведь земляное яблоко. Шарку, жаркое, шарку. Хуранкукли, вареники, хуранкукли. Пахча-щимищ, овощи, пахча-щимищ. Щемарда, яйца, щемарда. Многие слова, связанные с едой, стали интернациональными и не требуют перевода. Котлет, пицца, пельмень, бифстроганов, пюре. Ну а теперь нужно взять что-нибудь на третье. Чай, шив, вода. Ну уж если вы не знаете, как это называется по-чувашски, но вы это видите, вы просто можете сказать «Эбе щакна щиеши». Я бы это хотел покушать. Эбе щакна щиеши. Эбе щакна эжешень. Я бы это хотел попить. Эбе щакна эжешень. Мне кажется, самое главное мы назвали. Теперь несколько модельных фраз, чтобы все это умело использовать. Парархадархашин. Дайте, пожалуйста. Парархадархашин. Котлет сивя. Котлета холодная. Котлет сивя. Яшкара товар каламасть. В супе не хватает соли. Яшкара товар каламасть. Идидутла. Очень вкусно. Пылак. Сладко. Сладкое. Пылак. Южья. Кисло. Кислое. Южья. Тегемле. Ароматно. Ароматный. Тегемле. Ильзе Гейлерга, принесите, пожалуйста. Ильзе Гейлерга. Сегодня, как вы все уже догадались по моему костюму, мы будем говорить о чувашской кухне и научимся готовить чувашские национальные блюда. Сейчас мы будем делать хуранкукли, чувашские вареники, с начинкой из запеченного картофеля, яйца. Сейчас сюда прям добавлю сразу яйцо. Зеленого лука. Да, я уже тут который продолжаю нарезать. Это единственное, что Алексей мне доверяет. Нарезать лук. Также добавлю в начинку сливочного масла для вкуса. Но вообще вареники это блюдо достаточно, я думаю, разнообразно. То есть начинка может быть какой угодно, в принципе. Начиная от яблок, заканчивая Да, вареники могут быть с любыми ягодами, с картофелями. Дорогие зрители, мы уже успели, вернее, Алексей уже успел замесить тесто, поэтому тесто у нас уже готово. Вам придется все это делать с нуля. Вообще, чувашские кухни, это очень много овощей использовали раньше, и насколько я знаю. Поэтому овощи, они довольно-таки часто были на столе, а мясо было только по праздникам. Так, лук я уже весь нарезала. Так, его помочь еще чем-нибудь? Так, можно положить туда творог. Вот как раз вот творог пачку. или творог? Творог. Творог привычный, творог, наверное, правильный. Так, что я делаю с ним? Я прослушала, надо пока просто положить сюда и перемешать. Да. Всю пачку выложить? Да, прям всю пачку. Еще изящно надо сделать. Отличненько. Немножечко брать. А это все нужно перемешать. Хорошенечко вымешать. Раздавить просто, да, я так понимаю? Да. Здесь у меня получается такое красивое, я бы сказала, месиво из яиц, из картофеля, из творога. Платье у меня очень красивое, но рукава очень мешают работать. Ну, в общем-то, можно сейчас поменяться. Поменяться одеждой? Да, я одеждой в том числе может поменяться. Я буду заниматься, допустим, начинкой, а ты можешь раскатать тесто, если это не будет. Ты хочешь заветь мне раскатать тесто? Да, небольшими порциями, потому Так что, злорадно ты при этом улыбаешься, потому я что тебя много понимаю. теста раскатывать тяжело, а понемногу очень даже ничего. Можно я все-таки начинкой буду? Продолжу заниматься. Хорошо, только получше нужно вымешать и добавить лук. Я просто начала, ты не переживай, я смогу сделать. Тесто, значит, надо раскатать на толщину где-то 1,5–2 миллиметра, чтобы его было не очень много. Но в то же время, чтобы его было достаточно, чтобы они не раскрылись в процессе варки. Всякое может быть.
А дома ты вообще часто? Ну, то есть обычно говорят, что сапожник без сапог или повара дома не очень любят готовить, а ты насколько часто дома готовишь? Ну, готовлю когда по мере необходимости. Наверное. Это как по мере необходимости? Ну, надо поесть, готовим. Надо поесть. Да. Так, это я понимаю, что получилось еще средний из того, что должно Уже получиться. нормально, нужно добавить лук. Весь. Да. Но я пока начну делать такие кружочки из теста, которыми мы будем заворачивать нашу начинку. Сколько времени вообще уходит в среднем на приготовление этого блюда? Ну, недолго. На подготовку полчаса. И на лепку где-то так же. Варятся они моментально. Начинка может быть, опять же, повторяюсь, очень многообразной. Но сегодня мы готовим чувашские блюда, поэтому мы сегодня добавляем сюда и картошечку, и творог. Объединяем все вместе. И вот Алексей обещает, что получится очень вкусно. А как получится, мы узнаем в конце программы, поэтому не переключайтесь. Так, я с своим заданием, по-моему, справилась в очередной раз. Да, все хорошо. Мы сегодня сделаем в виде солнышек. На самом деле. Солнышко. А солнышко Да. это у нас уже... Солнышко – это символ Чувашии. На гербе Чувашии Да, вот у 3 меня солнца здесь присутствуют. Где-нибудь есть солнышко? Не могу понять. Где же? Ну вот какие-то знаки, наверное, обозначают это солнечные окончания. Вообще очень приятно готовить чувашские блюда в чувашском платье. Да. Так, все, я, по-моему, уже Да. закончила. Что мне Всё. делать дальше? Можно будет сейчас раскладывать эту начинку. Ну и что там получилось? По-моему, не добавили еще сюда Немножечко сок. посолим. Вот, да, сок. Ну и можно чуть-чуть поперчить. Эти кружочки нам надо будет выкладывать. Положи их на доску, чтобы было красиво. Такие. Только, Да. может быть, чуть побольше А фарша. еще я очень могу красиво заплетать. Хочешь тебя научу? Да, конечно. Это получается пельмени. Обычно Потом я закручено, это пельмени. Сцепляю А, это уже теперь дальше уже не пельмени. и придаю ему форму, Похож на головной убор чувашин. форму солнышка. А, солнышко. Да, в данном случае форму солнышка у нас. Так, солнышко. Придется повторить солнышко. А может, я тебе покажу, как все-таки я умею красиво? Да, конечно, конечно. Мы можем сделать вообще разные. Это же вареники же такое, Да, как я дома делаю такое варенье. отличное блюдо. Его можно готовить с семьей, с детьми, например. Да, еще бы Очень семья весело. бы согласна была готовить, а не только это есть. К твоему солнышку у нас появился полмесяца. Теперь можно продолжить, я думаю. Да. Вот такая красота у нас получилась. Ну, у нас скорее у Леши, чем у меня, но мои тоже, в принципе, очень даже ничего. Мы поставили воду греть. Ну и процесс дальше уже обычный, в принципе, как и у вареников, как и у пельменей. Нужна горячая вода кипящая. Правильно я рассказываю? Да, все правильно. Опускаем их в Наши кипящую вареники. подсоленную воду. Отправляются в воду. Вареники наши уже сварились, прошло уже минут, наверное, 10 Готовы. или 15. Давай уже посмотрим, что с ними там происходит. Достанем их. Они у нас совсем уже готовы. Можем их выкладывать. Кстати, вот у меня было На подозрение, что тарелочку. они разварятся и не будет вот этой сердцевины. Она, кстати, осталась. Так что все же Куда ж ей лучше деваться-то? делать в такой форме, да. И вот и мои появляются. Скажи, а по форме ведь блюда не отличаются? Русские, татарские, чувашские, то есть по форме как их Могут готовить? отличаться, могут. Могут отличаться?
Ну, А отличается, чувашские-то какие? Вот это сейчас чувашские можно назвать такой формой? конечно. Можно назвать чувашскими, Ну, конечно. потому что они в форме солнышка, да? Да, потому что они в форме солнышка, с герба Чувашии прям снятые. Ты сейчас так и замахнулся, конечно. Ну что поделать. Масло мы добавляем в Нальем как раз сердцевину. серединочку. Сливочное. Масло у нас сливочное, да, мы его растопили, залили в сердцевину и украсили все это укропом. Вот такая красота у нас получилась. Это что касается вареников. Мне кажется, я сегодня перечислила такое богатое меню, что вы непременно сделаете то, что давно не делали. А бачит тутла вулдар, а я говорю вам, сыва вулар. До свидания, сыва вулар.